Также глава Минстроя страны, как и другие гости, принял участие в дальневосточном форуме «Умный город. Комфортная среда для жизни». Он проходит в музее «Россия. Моя история» в Якутске. Завершился его первый день. На площадках форума работала наша съемочная группа. Саргалана Захарова сейчас на прямой связи и готова рассказать об итогах первого дня. Саргалана, приветствую. Тебе слово. Да, сегодня завершился первый день форума, и уже можно подвести некоторые итоги. Ну, а я скажу, что завершением этого дня стало подписание трехстороннего соглашения между Минстроем России, Сахалинской области и города Южно-Сахалинска о запуске проекта «Умный город» в городе Южно-Сахалинск. Как уже позже заявил министр строительства Владимир Якушев, это носит больше такой документальный характер, и он подтверждает сотрудничество между сторонами и подтверждает будущее оказание поддержки и реализации проектов умного города. Ну, а говоря о форуме, он стартовал еще рано утром в 9 часов. Первая половина дня была больше посвящена теории, прошли панельные сессии, посвященные теме механизмов и инструментов преобразования облика дальневосточных городов. В нем принял участие заместитель министра строительства России Максим Егоров. Он рассказал о том, каким должен выглядеть умный город и каким видят создание комфортной городской среды. Давайте послушаем, что он рассказал нам в интервью. Умный город, он в себе воплощает, в принципе, цифровизацию всего, то, что я говорю, творится в городском хозяйстве, и направлен в первую очередь на оптимизацию этой работы и на нахождение каких-то оптимальных путей решения для нас с вами, для жителей этого города. Поэтому мы пытаемся сегодня обсудить на мероприятии и комфортную городскую среду, и, конечно же, как чтобы наша с вами жизнь стала лучше, применяя цифровые технологии и технологии умного города. Ну а вторая половина дня была посвящена больше практике. Прошла практическая сессия, где эксперты уже непосредственно давали конкретные советы по тому, как нужно оформлять заявки для подачи на конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселках. А также выступали авторы других успешных проектов, которые реализовались в регионах страны и принимали участие в подобных конкурсах. Ну а говоря об опыте других регионов, с нами поделился своими проектами, которые реализуются на территории Сахалинской области, вице-спикер областного правительства. Давайте послушаем, что он нам сказал. У нас утверждена дорожная карта, и многие мероприятия в рамках нее мы уже реализуем, и многие были сделаны в этом году. Одно из направлений, которое у нас активно развито, это все, что касается безопасного города, это интеллектуальное видеонаблюдение, создание единой диспетчерской службы в городе, которая объединяет 16 городских служб в едином центре управления. Это проекты, связанные с регионом, это социальная карта Сахалинца, которая позволяет жителям не только ездить на транспорте, но и пользоваться социальными льготами, а также людям старшего возраста посещать культурные и спортивные учреждения бесплатно по карте Сахалинца. Ну и, конечно, представили свои проекты и наши разработчики, якутские авторы. Они представили свои проекты на питч-сессии, которая проходила параллельно практической сессии. Наиболее такие успешные – это создание таких электрических автостоянок при наших минусовых температурах. Ну и очки виртуальной реальности, где можно посмотреть будущее строительства, проекты и оценить все их масштабы в реальном времени. Ну, завершила, как я говорила ранее, этот день пленарное заседание, где министр строительства Владимир Якушев поставил задачу о том, что как должен выглядеть умный город и что мы понимаем под понятием умного города. Это то место, где люди хотели бы и остаются жить, то место, где создаются все условия для проживания, и создаются они в совокупности как развитием общественных пространств, так и цифровизация правительства, городского хозяйства. У меня пока на этом все. Сергей, тебе слово. Саргалана, спасибо. О первом дне форума «Умный город. Комфортная среда для жизни» рассказала Саргалана Захарова.